Зачем нужна вакцинация? Что из себя представляет коронавирус и какие штаммы наиболее опасны? Курс онлайн-лекций с этой тематикой запускает Башкирский государственный медицинский университет и Всероссийское общество знания. Обсудим подробно прямо сейчас вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами Сергей Ширинкин, председатель Башкортостанского отделения общества знания. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли. Итак, ждем подробностей, что из себя будет представлять курс онлайн-лекций, где он будет транслироваться, будет ли он доступен для жителей республики, да, и всех желающих, кто может быть посмотреть, и кто, самое главное, будет объяснять вот все детали. Я начну с того, что я не врач и не знаю, как бороться с ковидом. Но поскольку для того, чтобы преодолеть эту болезнь, очень важно, чтобы люди знали, что это такое, умели находить правильные средства лечения с помощью врачей. И самое главное, чтобы верили в том, что можно вылечиться. Необходимо убеждать людей, необходимо рассказывать людям об этом болезни, как лечить, как вылечиться и так далее. Непосредственным толчком вот сегодняшнему нашему лекторию, о котором будем говорить, послужило выступление нашего главы республики Ради Фаридовича, когда он назвал ситуацию в нашей республике мракобесной. Почему? Потому что люди не хотят идти прививаться. Почему они хотят идти прививаться? Это другой вопрос. Об этом мы сейчас поговорим. Что касается лектория, сразу, чтобы этот вопрос снять, он планируется и онлайн, и очные выступления будут. Сейчас разрабатывается план, график проведения этих мероприятий. Он будет доступен и в социальных сетях, и непосредственно видеоматериалы можно будет смотреть где-то в записи. Вот. То есть разнообразные формы будут. Все это будет доведено до жителей нашей республики, не только в Уфе, а будем транслировать и возможность получать информацию и в городах и районах республики. Особенно библиотеки будут центрами вот этой сбора и приема информации для людей. А теперь несколько слов в целом. Зачем это нужно? Может быть, это и не нужно, и так люди наслышаны. Но в действительности ситуация сложная. Люди не хотят вакцинироваться по нескольким причинам. Во-первых, до сих пор, хоть прошло уже 1,5 года пандемии, и достаточно много людей покинуло этот мир, да, некоторые люди считают, что это несерьезно. Никакого ковида нет, все это ерунда, все это нагнетание страстей. Видимо, у них никто близкий не умирал, никто из друзей не умирал от этой страшной болезни. Общаясь с людьми, которые перенесли болезнь, узнаешь, что действительно последствия есть у многих, даже тех, кто прошел болезнь и благополучно выздоровел. Это очень тяжелая и сложная болезнь, и нельзя игнорировать ее. И весь мир демонстрирует, что нужно с ним бороться, в том числе и вакцинированием. Вот. Вторая причина, почему люди не хотят вакцинироваться, это недоверие прививкам. Мне здесь тоже сложно характеризовать сами прививки с точки зрения врачей, но как человек... Ну вот здесь я готова сказать, что министр здравоохранения России Мурашко сообщил, что эффективность спутника ВИ превышает 96%. Препарат на данный момент зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3 миллиардов 200 миллионов человек. Это официальные данные. Вот видите. Ну и в любом случае люди, которые идут на вакцинацию, они же могут проконсультироваться у врача, который непосредственно там. Давайте все-таки по лекторию. Кого вы приглашаете? Медики это будут, ученые? С кем будете работать? На мой взгляд, вот выступать должны люди, которым зрители будут верить. То есть это прежде всего, конечно, специалисты в этой сфере, которые зарекомендовали себя, которые непосредственно создавали эту вакцину, которые применяют ее, которые знают результаты. То есть это и практикующие врачи, и ученые, которые этим занимаются. Если у нас в Башкирии такие. Конечно, у нас ученые есть в медицинском университете, есть у нас специалисты практики, но я надеюсь, что одним из направлений вот этих онлайн-лекториев мы постараемся привлечь лекторов и, скажем, федерального уровня. Во всяком случае, сейчас ведем переговоры, чтобы они тоже выступили и рассказали.
Второе, мне кажется, очень важно, чтобы выступали перед людьми те люди, которые перенесли это, и которые понимают, насколько это тяжело для них, для близких и так далее. Вот эти люди, которые тоже, их надо найти, показать, чтобы они своим примером показали: ребята, давайте сделаем вакцинацию. Потому что единственный путь пройти это сделать прививку. Конечно, есть у нас много людей, которые мешают этому, к сожалению. Вот откройте соцсети, удивляешься, пишут люди такую, значит, ересь. И самое главное, что слушатели многие верят. Тут невольно вспоминаешь, значит, Йозефа Геббельса, автора, руководителя фашистской пропаганды, который говорил, что чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Так и у нас. Что-то придумывают, и сразу же моментально люди в это верят. А это же неправильно. Надо верить реальным фактам, реальным делам, реальным людям. Вот таким образом планируем эту работу. Сергей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как работала площадка «Общество знания» на Петербургском международном экономическом форуме? Там также рассказывали про вакцинацию. На что делали акценты и какой был отклик? Значит, я начну даже не с площадки Санкт-Петербургского форума, а с той информации, что 20, 21, 22 мая Общество знания провело грандиозный марафон «Новое знание». И там рассматривались абсолютно разные вопросы. Можете себе представить, 70 миллионов запросов было в сети на просмотр этих, значит, выступлений. Самые яркие, самые интересные люди выступали. Причем они выступали не для того, чтобы, значит, рассказать, какие они хорошие. Они выступали, особенно для молодежи важно, да, чтобы показать, насколько им важны знания были для того, чтобы достичь, и сейчас нужно, достичь определенных успехов, результатов. В том числе и выступали известные специалисты в области медицины, которые также вот вели разговор и рассказывали людям, насколько важно знать эту болезнь и правильно с ней бороться. Но Михаил Мишустин тоже выступал. Михаил Мишустин тоже выступил, да, и поддержал эту тему. Да, и Мишустин, ну, по существу, все руководство нашей страны. И Владимир Владимирович выступил с обращением. И это хорошо, люди из первых уст услышали. Вот. Санкт-Петербургский форум также был посвящен различным аспектам развития нашей страны. Экономика, конечно, но без здоровья, без людей это невозможно достичь. Поэтому там тоже эти проблемы поднимались. И в будущем, конечно, эти подобные лектории будут проходить для того, чтобы максимально охватить аудиторию людей, которые полезно и нужно знать вот эти сведения. В Башкортостане какие проекты будет еще реализовывать знания для того, чтобы вот вакцинацию поддержать, да, и больше просветительской деятельности относительно коронавируса? Что известно об этой болезни? Ну, вы понимаете, в целом сейчас просветительская работа на подъеме. Поддержал президент наш и Российское общество знания, и в целом просветители, потому что нужно, чтобы знания у народа были. В том числе, конечно, и для укрепления здоровья. Чтобы не верить каким-то, значит, знатокам в кавычках, а реально заботиться о своем здоровье. Вот, реально применять необходимые меры защиты, в том числе и вакцинацию, вот, и заботиться о здоровье. А что касается проектов, мы сейчас готовим вместе с правительством Республики Башкортостан в сентябре мероприятие, которое будет называться «Слет просветителей». Это не только лекторы соберутся, это соберутся и люди, которые работают с людьми. Это главы администрации, это руководители предприятий, организаций, компаний, средств массовой информации. Все, кто занимается с людьми. И вот мы обсудим в присутствии главы республики и наметим, как просветительскую работу организовывать, чтобы действительно охватить, чтобы вывести людей из-под влияния интернета, чтобы люди действительно верили знающим, толковым людям, а не тем, кто пишет ерунду разную, значит, в соцсетях. Вот. Это вот такое большое глобальное мероприятие. А в целом мы
проводили и будем проводить различные комплексы мероприятий и очного формата, и онлайн-формата, и видеотека у нас есть и еще будет больше развиваться, где люди могут зайти и найти нужную информацию. Сергей Алексеевич, еще один вопрос. Мы знаем, что вот когда объявил глава Башкортостана Ради Хабиров о новых правилах поведения в пандемию коронавируса, после этого на 28% увеличилось число вакцинированных. Да? Люди пошли вакцинироваться. О чем говорит эта цифра? Призыв услышан? О том, что человеку нужен и кнут, и пряник. Понимаете, но все должно быть в разумных пределах. Понимаете, я убежден, что все-таки люди должны идти прививаться не потому, что их не пускают в кино, а потому что, чтобы они не заболели, и их близкие не заболели. Вот для чего. А организационные меры, конечно, они нужны, они применяются и в других регионах, особенно в отношении людей, которые непосредственно контактируя с большим количеством людей, конечно, им обязательно нужно привиться, чтобы они не несли инфекцию, пусть и даже случайно. Вот поэтому к этому вопросу я так отношусь. Ну и что вы еще можете сказать тем, кто еще сомневается, делать прививку или нет? Вы знаете, вот я человек советской эпохи. В те времена никто никогда не сомневался. Мы преодолели такие страшные болезни, потому что наши ученые разрабатывали лучшие в мире вакцины. Что сейчас наши ученые хуже? Вы назвали сейчас цифры, когда 60 с лишним стран зарегистрировали нашу вакцину и применяют. Что? Почему мы не должны им верить? Надо им верить, и тогда будет все хорошо. Мы преодолеем этот страшный недуг и будем жить спокойной жизнью. Спасибо вам большое, что вы нашли время и рассказали телезрителям башкирского спутникового телевидения о том, почему нужна вакцинация и что представляет из себя коронавирус. Спасибо. Вам спасибо. Сергей Ширинкин, председатель Башкортостанского отделения Всероссийского общества знания, был гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.